Валерий Вакульчык наразіўся ў Трагічынскім раёне Брэсцкай вобласці. Пасля атрымання вышэйшай военнай адукацыі першым месцам яго службы быў брэсцкі пагранічны атрад. Потым прайшоў доўгі шлях на кіруючых пасадах у розных структурах сілавога блока. Узначальваў аператыўна-аналітычны цэнтр, следчы камітэт, камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі, быў на пасадзе кіраўніка дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі краіны. І вось новая пасада – памочнік прэзідэнта, інспектор па Брэсцкай вобласці. Человек с богатым жизненным опытом. Кроме образования военного, также закончил Академию управления при президенте, значит, и с дипломом государственное и местное управление. И я думаю, что вот как раз-таки все эти качества позволят ему достойно работать в качестве помощника президента, инспектора по Брестской области. На цеснае ўзаемадзеянне ў рабоце з Валерыем Вакульчыкам па рашэнні канцэптуальных і праблем дня сённяшняга накіраваны старшыня аблвыканкама Анатолий Лис и увесь аппарат выканаўчай улады в области. Сегодня эта должность помощника президента очень ответственная. Область Брестская наша, она имеет свою специфику. Прежде всего, это аграрная отрасль. И те задачи, которые ставит президент по подбору, расстановке кадров, и не только на селе, в целом в органах управления. Валерий Павлович по долгу своей службы он этим и занимался. Аб тым, з якімі пашуццямі Валерий Павлович вярнуўся на працу ў Брэсцкую вобласць, аб першых плануемых кроках на новой пасадзе у першым інтэрв'ю нашаму тэлеканалу. Чувства такие волнительные, чисто человеческие, потому что это не просто чувство долга и чувство ответственности за порученное дело, а где-то и волнение, потому что все-таки люди знают меня, я знаю людей. И этот край для меня родной. Глава государства, назначая меня на эту должность, предупреждал, что главная задача первостепенно – это кадры. И я, конечно, должен и контролировать, и докладывал государство по поводу ситуации работы кадров. Не мешать, надо очень аккуратно. Моя цель не только общение с руководителями. В первую очередь я должен почувствовать и увидеть ситуацию глазами обычных простых тружеников. Юрий Печур, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».